Итак, здравствуйте! Сегодня мы с вами будем варить радужное мыло. Для этого мыла нам понадобится какое-либо масло. У меня это масло зародышей пшеницы. Вот так оно выглядит. Также нам понадобятся различные красители. У меня это желтый, голубой, коричневый, сиреневый, алый и малиновый. Также наша мыльная основа, отдушка. У меня это будет отдушка малины. Вот у меня 4 отдушки. Сейчас я достану отдушку малины. Вот отдушка малины. Также нам понадобится вот такая форма. У меня это пачка из-под молока, вот такая квадратная. И также нам понадобится емкость для топления основы. И это вот такая баночка. Также я буду использовать вот такие блестки, или как их еще называют, глиттер. У меня эти блестки не специальные для мыловарения, я их купила в обычном магазине. Вот у меня белые и золотистые, я их буду использовать. Так, начнем. Первым делом нам нужно порезать основу. Возьмем вот такой кусочек, нарежем его кубиками. Нарезаем его кубиками и складываем в баночку. Использовать можно произвольную форму резки, это все равно. Вот так мы режем основу. Вот сколько мы нарезали. Я нарежу, пожалуй, еще. Сейчас мы отрежем от нашего большого кусочка. Если вы смотрели предыдущее видео, то вы уже знаете, что заказывала все это я на сайте Домик Хобби. Доставка до моего дома стоила 200 рублей. Пока что, думаю, хватит. Сейчас нам эту основу нужно растопить на водяной бане. Вы можете растопить в микроволновой печи, но я предпочитаю в водяной бане. Сейчас я нарежу еще немножко. Вот столько я нарезала. Так ставим на водяную баню. Мы плавим мыльную основу. Теперь нам нужно взять нашу палочку и помешать все это дело. Когда она подплавится, мы это помешаем. Вот так. Не доводите основу до кипения, иначе она замутнеет. Вот так можно, конечно, прикрыть крышкой, чтобы из банки не выходил пар. Я этого не буду делать. Так, помешиваем. Как вы видите, она уже подплавилась. Я долью где-то половину нашей основы в отдельную кружку, чтобы подкрасить в 2 разных цвета. Затем мы подплавим еще. Мы это мыло будем делать как бы под нарезку. Мы сделаем один большой куб, а потом его порежем.
уже подплавилось у нас. Когда у вас это все расплавится, отливайте и подкрашивайте. Не забудьте добавить масло. Вы можете использовать масло не обязательно для зародышей пшеницы. У меня есть и другое масло, но я хочу использовать именно это. Вот у нас почти растопилось, там есть небольшие кусочки. С основой нужно работать быстро, чтобы она не остыла. Не очень удобно мешать, потому что палочка коротковата, баночка высоковата. У нас уже все растопилось. Сейчас мы как следует это перемешаем и снимем с водяной бани. Как вы можете заметить, растопилось это все достаточно быстро. Извините, камера иногда потеет от пара. Вот как это у нас выглядит. У нас все растопилось. Снимаем с водяной бани. Так, какой же окраситель буду использовать для наших двух цветов? Так как я делаю мыло ко дню Святого Валентина, буду использовать алый, малиновый и сиреневый. Ну и еще, пожалуй, возьмем желтый. Разделим на 4 части нашу мыльную основу. Извините за посторонние звуки. Вот наша красотка пришла. Вот наша красотка. Итак, продолжим. Попросим нашу красоточку уйти. Красоточка, уйдите, пожалуйста, мы снимаем видео. Я плавчиха. Это наша плавчиха, как вы можете заметить, в защите для бокса. Извините, пожалуйста. Банку мы ставим на подставку под горячей. Так как она у нас горячая. Вот мы ее поставили. Я держала прихваткой. Наша плавчиха ушла. Симпатичная была плавчиха. Вот наше масло. Это масло рафинированное, что очень хорошо. Тут пишет срок годности. Так, как-то его. Думаю, хватит. Итак, добавим наше масло и красители. Я сделаю для начала, наверное, алого цвета. Вот, на палочке, вот так. Добьюсь нужного мне цвета. Сейчас мы это перемешаем. Вот так. Такой у нас цвет прозрачный получился. На камеру он кажется рыжеватым, но он красный. Вот отсюда видно лучше. На самом деле он такой красный. Я считаю, больше красителя не надо. Итак, чтобы у нас получилось красиво, нам нужно нашу форму поставить под наклоном, чтобы мыло как бы переливалось. Чтобы поставить под наклоном, я буду использовать вот форму зефирки. Вот так я буду ставить под наклоном. Я добавлю туда немножко рыжих блесток. Вот таких золотистых, а не рыжих. Сейчас
Их откроем. Наши блестки. Я возьму немного на палочку и добавлю в наше мыло. Сейчас мы хорошо перемешаем. Мешаем вот эту основу, чтобы она не застыла. Размешаем вот так. Я поставлю на водяную баню, чтобы она не застыла, пока мы разбираемся с этим мылом. Я добавлю еще немножко блесток. Вот такие блестки. И так заливаем. Вот как-то у нас выглядит с блестками. Так заливаем. Я советую использовать для мыловарения отдельную посуду, нож. Все выливаем. Мы все вылили. Так оно у нас под наклоном. Теперь это нужно убрать в холодильник или оставить остывать при комнатной температуре. Я уберу это в холодильник, чтобы оно подзастыло. Закроем наш краситель. И пока что подготовим вторую основу, пока у нас застывает первый слой. Не забудьте сбрызнуть его спиртом. Так, а мы сейчас подкрасим нашу следующую основу. В следующий слой я буду добавлять масло. Масло лучше добавлять во все слои, я просто забыла. Сейчас я добавлю. Для этого я использую пипетку. Можно добавить несколько капелек масла. Вот наша отдельная основа. Сейчас возьмем палочку и помешаем ее. Основа у нас еще не загустела. Но она жидкая. Пришла наша пластика. Вот так это у нас выглядит. Очень красивая. Очень похоже на плавчиху. Конечно. Так, вот уже у нас подзастыло. Вот у нас уже все подзастыло. И теперь достанем краситель для следующего слоя. Я, пожалуй, использую желтый. Не забудьте, конечно, добавить отдушку. И сбрызнуть слой спиртом. Так, добавляем отдушку малины и масло. Так, добавим масло. Лучше использовать пластмассовую пипетку. Наверное, вот так нужно. Через пипетку не очень удобно. И перемешаем. Добавим отдушку. Пахнет и правда малиной. Вот так это у нас все выглядит. Основа еще не застыла. Добавим желтый краситель. Делайте это очень аккуратно. Основа уже начала загустевать. Поставим ее на водяную баню. Такой вот, наверное, супер крейзи. Вот первый слой у нас уже застыл. Вот так это у нас выглядит. Он уже эластичный. И не забудьте его процарапать.
Для этого мы возьмем зубочистку. Когда у нас уже до конца подостынет, мы процарапаем. Так, я подкрасила желтой основой и добавлю золотистых блесток. Какие золотистые? Сейчас я вам покажу, что у меня получилось. Зубочистки наши для процарапывания. И аккуратненько процарапаем. Остыло оно очень быстро, что в холодильнике. Не забывайте делать наклон. Под наклоном все будет очень красиво. Не забывайте, вы можете доливать не до конца формы. Извините, пожалуйста. Итак, наша основа уже наверняка то есть наоборот стала более жидкой. Вот мы его подкрасили, добавим блесток. И вернемся на нашу рабочую поверхность. Вот мы добавили блесток. Так, забираем. Так, ставим уже под другим наклоном. Вот так. С пипеткой, пожалуй, была не самая удачная идея, не очень удобно. Мы сюда добавили масло, отдушку малины и краситель. Также мы туда добавляли масло. Сейчас мы процарапаем прошлый слой вот такими движениями. Делайте это очень осторожно. Процарапывать и сбрызгивать спиртом нужно для большего сцепления. Мы процарапали. Ставим уже под другим углом. Вот так поставлю. В прошлый раз у меня стояло вот так, и сейчас я вставлю вот так. Вот так оно у меня стоит. И пока основа не застыла, я заливаю. Так, заливаем. Еще осталось. Вот так. Я думаю, это будет смотреться очень красиво, когда слои заходят друг на друга. Так и должно быть, не бойтесь. А теперь сюда, прямо сюда, в эту желтенькую кружку я добавлю еще мыльной основы. И добавлю уже малинового цвета. Прям в эту кружку, потому что цвет уже темнее, ничего не будет. Убираем опять в холодильник. Несколько минут, пока вы следующую основу добите. Да, сейчас мы будем резать основу. Мало получится очень красиво. Главное, не забывайте добавлять отдушку масла. Ну, краситель, я думаю, что никто точно не забудет. Я добавлю прозрачную и немного белой. Возьму кусочек белой основы. А наша Вероничка будет мешать. Мешать палочкой. Вот этой? Да. Она еще не стала вместе. Так что ты пока можешь не мешать. Не забудьте все это дело растопить. Так,
цвет будет не совсем прозрачный. Мешаю. Сейчас мы поставим это на водяную баню, а потом надо мешать. Вот так вот выглядит. Я накрыла крышкой, чтобы быстрее растопилась. Включу плиту. Сейчас она у нас растопится. Вот так. Не забудьте помешивать и не доводить до кипения. Это очень важно. Я во все слои буду добавлять рыжие блестки. На крышке появилась вода, пар. И сейчас нужно будет помешать. Вот наша палочка. Да? Сейчас Вероничка будет добавлять блестки. Давай на стульчик и мешать. Вот эти блестки. Да, вот эти помешай. Туда? Да. Помешай. Вот так помешай. Это горячий фон. Вот уже у нас почти все расплавилось. Я добавляю блестки. Ура! Итак, сейчас мы добавим блестки. Я Для этого, как вы уже знаете, возьмем палочку и макнем ее. Макай палочку в блестки. блестки. Да. Вот так, да. Ну, теперь опускай в стаканчик и опять помешай. Да. Опять помешаю. Да. Как вы видите, у нас почти все растопилось. Вот такой у нас цвет. Можно еще? Не забудем масло, зародыши пшеницы. И опять помешаем. Камера опять запотела, извините. Я буду использовать сиреневый цвет. Да, помешай. Вы можете использовать какой хотите цвет. Так, вот сиреневый цвет у нас сейчас такой красивый будет. Если у нас вода обычная. Вот такой у меня при реакции с желтым получился. Необычный цвет. Розоватый такой есть оттеночек. Добавлю еще чуть-чуть. Такой у нас получился цвет. Не бойтесь, экспериментируйте. Краситель можно смешивать, ничего не будет. Итак, у нас уже растопилось все. Снимаем с огонька. И идем на наше рабочее место. Ставим это на подставку под горячее. Вот такое у нас получилось. Достанем мыло из холодильника. И не понадобится больше? Нет, блестки больше не понадобится. Давай, Ну ладно, мне. тогда не мне понадобится. Вот такая у нас основа. Такой нежно-розовый цвет. Если слои еще не застыли, вы можете ждать дольше. Мы добавим еще краситель. Также сиреневый. Вот такой у нас цвет. Краситель уходит немного. Вот такой баночки красителя, вот такой, допустим, хватает надолго. Это говорю не только я, но и многие с опытом. Помешаем нашу основу. Если смотреть не через камеру, цвет немного другой.
Но в основном одинаковые. Также можно добавить отдушку. Соскребем все со стенок. Добавим отдушку. Это малина. Так, а что у нас получится дальше с нашим мылом, вы узнаете во второй части. Пока.